вакцина БЦЖ, срок полностью до 6-25 года этого года. Здесь хранятся вакцины против кори, краснухи, паротита и полиомиелита. Условия хранения препаратов соответствуют всем стандартам, что обеспечивает их эффективность и безопасность. Специальные холодильники поддерживают постоянную температуру, необходимую для сохранения свойств вакцин. Регулярный контроль температуры и соблюдение строгих правил обращения с препаратами гарантируют, что каждая доза вакцины будет доставлена ребенку в идеальном состоянии. Все вакцины у нас в наличии есть. Население, жители не надо беспокоиться насчет этого. Отключение света у нас не бывает, так как у нас стоит генератор. Полиомиелит – это опасное вирусное заболевание, которое поражает нервную систему и может привести к параличу. Лекарства от него нет, и единственным надежным способом защиты является вакцинация. Благодаря массовой иммунизации люди добились серьезных успехов в борьбе с этой болезнью, сведя число случаев заболевания к минимуму. В основном у нас встречается бессимптомная форма, абортивная форма и менингиальная форма. Бессимптомная форма, как мы выше говорили, это встречается в стертой форме, то есть там симптомов не бывает. Есть менингиальная форма, есть абортивная форма, но эта форма, конечно, проявляется в виде симптомов, как у ОРВИ или расстройств желудочно-кишечного тракта. Для борьбы с этой болезнью очень важно формирование коллективного иммунитета. Это не абстрактное понятие, а реальная защита для всех. Он появляется, когда значительная часть населения проходит вакцинацию – около 90–95%. Коллективный иммунитет, он защищает и тех непривитых детишек, людей, которые по определенным медицинским показаниям не могут прививаться. С чем связан этот коллективный иммунитет? То есть, если привитые, то они, естественно, не болеют или болеют легче, и сроки заболевания у них укорочены. И, естественно, инкубационный период, то есть период заразности у них тоже снижен. Вот за счет этих факторов коллективный иммунитет не дает распространиться этому заболеванию. Даже если кто-то заболеет, учитывая то, что привитые люди вокруг не будут болеть, заболеет малый процент населения. О необходимости прививать своих детей говорят не только врачи, но и родители, осознающие все риски. Некоторые из них сами пережили периоды сомнений и страхов перед вакцинацией, но, взвесив все «за» и «против», пришли к выводу, что защита здоровья ребенка превыше всего. Прививка очень хорошо отношусь и считаю, что нужно все прививки проводить своевременно, потому что прививки – это сама защита от инфекционных заболеваний. Вовремя проведенная прививка – это защита, конечно, от инфекционных заболеваний, таких как корь, краснуха, полиомиелит. Очень важная прививка. Отказ от прививок ведет к снижению коллективного иммунитета и повышению уровня заболеваемости. Врачи не устают напоминать, что вакцинация – проверенный временем способ защиты не только отдельного ребенка, но и всего общества. Отказ от прививок как раз-таки может привести к тем заболеваниям, так называемым вакцинно-ассоциированным заболеваниям. И это не только полиомиелит. Учитывая настоящую эпид-ситуацию в республике, убедительная просьба всем родителям привить своих детей. Корь, паротит, краснуха, они тоже относятся к тем вакцинозависимым инфекциям. То есть, если не прививаться, другого лечения от этих заболеваний нет. У меня большая просьба ко всем родителям своевременно прививать своих детей, потому что это единственная защита от полиомиелита – это вакцинопрофилактика. Важно помнить, что здоровье детей в наших руках. Всегда лучше предотвратить болезнь, чем потом бороться с ее последствиями. Мария Макиева, Муслим Арчаков, Магаз 24.